Selam aleyküm, bizlerge endi qoşulgan vatandaşlarımızga Millet telekanalında canlı efirde telemarafonumuz devam etmekte. Bu telemarafonumuz aslında da halklarının birdemlik gününe bağışlangan ve kaydetmek istedim ki böyle bir belli insanımız Noman Çilbiçihan'ın kalemine ait olan satırlarını. Aslında da Kırım'da yaşayan halklar sanki dersin bir gülçember gibi. Olarda musavi hukuklar ve şaraitler. Ve şu sebepten biz birbirimizge kol tutup, yardım kolunu uzatıp yaşamak gerekmiz dep yazaydı. Elbette de bu insan, aslında da belli insan, Kırım Tatar halkının gururu. Biz de Kenya'da tamam, Kırım Tatar halkı olarak, musafirçen halk olarak tamam bu örgütlerini bugünkü günde ömür geçirip gelmektemiz. Keliniz vatandaşlar, öyle de yaşayıp ömür geçireyik. Elbette böyle acayip sözlerden son dostlar endi bizni musafirimiz bekleyi studiyamızda ve bizge bugün Roman Чигринец, Крым-Беларусь Cemiyeti'nin reisi geldi. Роман, только что у нас уже из мероприятия. Роман, расскажите, пожалуйста, где вы были? Добрый день, сябры. Мы с самого утра уже празднуем наш замечательный День единства народов России. Мы с утра поехали в Мирное Симферопольского района по приглашению главы муниципального образования, по приглашению руководства района. И мы провели большое мероприятие, прошло шествие по Мирному. И мы высадили сквер дружбы, 150 березок, которые Крыму подарил наш дружественный Ставропольский край. И заложили камень, который станет основой будущего памятника народам Крыма. Я считаю, очень красиво, яркое мероприятие. Приняли участие представители практически всех общин национальных, которые представлены в Крыму. И сейчас мы дружной группой уехали сюда, в Симферополь, чтобы участвовать уже в нашем крымском шествии. Вот я буквально на минутку сорвался на мой любимый канал Милет, чтобы передать вам привет, поздравить с праздником и поеду обратно к своим друзьям, коллегам на площадь. Спасибо большое, Роман. Скажите, пожалуйста, вот мы видим, вы в национальном одеянии. Расскажите, пожалуйста, о нем. Да, это национальная белорусская рубашка, это праздничная рубашка. Такую рубашку одевают 5-6 раз в год всего-навсего. Рубашка аутентичная, это подарок из Беларуси, это хлопок и настоящая белорусская вязь. В чем символичность вообще этой рубашки? Вот в таком фасоне она последние 500-600 лет делается. Да? И национальные цвета белорусов это белый, синий и красный. Что очень символично, как цвет флага Крыма, как цвет флага России. Также это один из элементов, который объединяет славянские народы. Да? Если мы берем основные три славянских народа, это Белоруссию, Украину и Россию, да, вышиванка – это исторический символ, который объединяет. Да? К сожалению, в Украине его испортили этот символ, да, смешали с какими-то ненужными вещами, но символ на самом деле очень яркий, красивый, и вышиванка, мне кажется, в перспективе, да, если убрать из него вот тот ненужный абсолютно шлейф, который в Украине к нему прилип, да, мы можем из него сделать красивый символ именно единения наших народов. Вот русского, украинского и белорусского. Я вот за славянские народы говорю. Вот, в принципе, все. Отлично. Скажите, пожалуйста, сколько белорусов проживает в Крыму? Ну, в Крыму белорусский этнос 4-й, первый у нас российский этнос, потом украинский, крымско-татарский 4-й. По последней переписи это 1% населения, 25 тысяч, да. Ну, это официальные сведения. Мы считаем немножко по-другому, так как не все люди говорили о том, что они белорусы, там наполовину, да. Мы считаем где-то порядка 2%, около 50 тысяч. А чем занимаетесь вы в Крыму, скажите? Белорусы народ очень трудолюбивый, белорусы народ очень усердный, работящий, да. Мы можем посмотреть на саму страну Белоруссию, где нет ни выхода к морю, ни особо черноземов, зато у страны есть все, любой продукт, ГОСТы еще советские, да, и белорусская продукция по качеству, ну, превосходит продукцию многих стран. То же самое в Крыму. Белорусы работают абсолютно в разных сферах. Есть и белорусы, которые работают в сельском хозяйстве, есть и белорусы, которые преподают в школах, есть и директора музеев, есть и чиновники, есть и работники правоохранительных органов. Люди работают везде, люди работящие, белорусы на расхват, так что всегда востребованы. А что касается совместных проектов с крымскими татарами, уже думали над... Мы регулярно проводим совместно. Я вам, допустим, приведу пример с прошлого года. В прошлом году мы в этот же день, ровно год назад, День единения, проводили чемпионат Крыма между всех общин, даже не чемпионат, а такой дружеский кубок по картингу.
есть мы взяли картинг, пригласили все общины, крымско-татарскую общину, греческую, армянскую, все, кто смог приехать. И в картинге красиво с флагами по автодрому ездили. Победила, по-моему, тогда еврейская община, что, в принципе, неудивительно, наверное, если я не ошибаюсь. А крымско-татарская второе место заняла в прошлом году. Вот, к примеру, да, пример единения. Да. Есть ряд других проектов. По крайней мере, на все наши мероприятия мы приглашаем всех. День Беларуси, который празднуется 3 июля, у нас выступали крымско-татарские коллективы. Мы в Алуште на набережной красиво отпраздновали. У нас вообще позиция, как вот и не только в этот день, да, а и вообще в течение года народы должны объединяться, они должны делать все вместе. Россия многонациональна, Крым многонационален. Мы вроде все разные, но мы все же вместе, мы живем под одной крышей, нам надо всегда работать вместе, всегда работать над качеством нашей жизни, над тем, чтобы нам было комфортно, уютно и хорошо жить вместе. Расскажите, пожалуйста, о деятельности общества вашего. Ну, у нас есть ряд направлений деятельности. Естественно, в первую очередь, так как организация национально-культурная, мы занимаемся просветительской деятельностью, мы пытаемся рассказать тем белорусам. Вот, допустим, белорусы, как, наверное, и крымские татары, да, есть белорусы, которые приехали сюда из Беларуси, которые еще помнят родину. Есть, вот я, допустим, родился уже в Крыму, я крымский белорус. Я, наверное, сначала крымчанин, а потом белорус. Скорее всего, так. Поэтому мы пытаемся где-то узнать о нашей родине, да, исторической. Мы рассказываем о ней, мы формируем поездки как из Крыма в Беларусь, так и из Беларуси в Крым, да, что интересно. Мы, допустим, сейчас планируем для объединения наших стран провести телемост большой. Телемост между студентами крымскими и студентами белорусскими. Так как это те люди, от которых зависит наше будущее, я думаю, будет интересно. Крымскому студенту интересно узнать, чем живет минский студент, минскому студенту, чем крымский, завести новые знакомства. Может быть, в перспективе она перейдет в дружбу. Я сам через это проходил там 10-15 лет назад, ездил на форумы, знакомился с ребятами из Беларуси, заводил новых друзей. В принципе, это интересно. Здесь точно так же. Второй проект глобальный, который, вот опять же, объединяющий. Мы сейчас... у нас в замечательном нашем Артеке есть памятник Эрнста Неизвестного. Это замечательный монументалист, скульптор, мировая величина. Он, к сожалению, ушел от нас в этом году. Вот этот памятник, он называется «Памятник детям мира». То есть он объединяет все национальные общины. Он посвятил этот памятник 50 лет назад, он устроил. Это классика мирового монументализма. Он его посвятил всем национальностям. И белорусам, и русским, и крымским татарам, и армянам, и всем остальным. Сейчас этот памятник в очень плачевном состоянии. Вот мы хотим сделать акцию, собрать деньги на восстановление вот этого памятника. Это как раз-таки та идея, которая может помочь объединить наши народы и какую-то общую гордость за Крым выработать. Потому что памятник может стать исторической ценностью вообще общекрымской, даже федеральной. Таких памятников нет вообще в природе. Это классика монументализма, это его первая работа, вот это стела. Вот пример, еще один вот этой общей работы, к которой мы всех призываем и всех зовем. Скажите, а вы часто ездите в Беларусь? К сожалению, сейчас по политическим мотивам я после воссоединения с Россией в Беларуси не был, но планирую поехать. Сложности с логистикой. Вот это, опять же, вопросы экономического сотрудничества. Раньше логистика была через Украину, да, а это была одна составляющая ценовая. Сейчас логистика через Россию с учетом парома, ну, если так для дружеской поездки это еще решаемо. Какие-то товары, да, вот эти белорусские возить, ну, большим потоком достаточно сложно. Но я планирую поехать в следующем году. На следующем году очень ключевой год и такой сакральный для крымских белорусов. К сожалению, в Крыму умер знаменитый белорусский поэт Максим Богданович. Это фигура, которая, ну, величина, как Толстой, да, у российского народа, Шевченко, украинского. И Максим Богданович такая же величина для белорусского народа. Он умер 100 лет назад, в 17 году. Вот, то есть в следующем году 100-летие смерти. Похоронен он в Ялте, жил в Ялте, умер в Ялте. Поэтому к этому мы событию хотим все-таки пригласить белорусские официальные лица сюда, какую-то делегацию, ну и, соответственно, где-то обменяться поездками, съездить туда. Вот это сейчас основная задача, которую мы готовим. Это столетие со дня смерти Максима Богдановича. А что касается национальных праздников, как празднуете? Ну, национальные праздники, как и русская община, да, как и украинская община, праздники схожи, празднуем мы где-то, наверное, одинаково, празднуем всегда вместе. Да. Допустим, вот, к примеру, День народного единства, который мы сегодня отмечаем, русская община начала отмечать еще с 2006 года. Да? То есть его в России учредили в 2005-м, отмечать начал с 2006 года. Мы тоже вместе участвовали. У нас есть свой отдельный праздник, да, чем мы очень гордимся. У нас есть День единения народов России и Беларуси. Он празднуется в апреле, да, это наш национальный праздник, мы его празднуем вместе, проходит ряд мероприятий. Ну и, конечно же, День независимости Беларуси, который проходит 3 июля. В этом году мы, допустим, провели очень большую красивую выставку различных работ белорусских мастеров, проживающих в Крыму. Это и картины, и ювелирка, и вышиванка, и вот похожие различные работы. Мы в нашем музее этнографическом проявили, было большой интерес. Сейчас мы эту выставку уже перевезли, она сейчас в Ялте откроется, да, она уже пошла по регионам Крыма, может быть, поедет когда-то по регионам России.
А крымская молодежь интересуется ли вот такими мероприятиями? Сейчас, да, постепенно, вот опять же, с приходом в Россию, с возвратом, молодежь пошла. Допустим, средний возраст белорусской общины Крыма в Украине составлял где-то порядка 55-60 лет. Да? Сейчас она омолаживается очень сильно. Опять же, за счет вот этих новых... Во-первых, государство уделяет внимание. В Украине внимания не уделялось вообще-то просто ноль. Даже иногда спрашивают, сравните, а как было в Украине, как в России. А не с чем сравнивать. Вот просто ничего не было, и что-то появилось. Невозможно сравнить. Потом, когда уделяется внимание, идут какие-то проекты, идут программы. Там, спасибо Государственному комитету по национальностям, Зауру Смирнову, который уделяет нам внимание, который приходит на наши мероприятия. Здесь точно так же. Тот же телемост мы бы его сами не вытянули. Да? Это поддержка государства, которую мы делаем. Следующий этап, допустим, это телемост для студентов, а следующий мы планируем сделать для наших театральных деятелей. Да? У нас, допустим, вот по линии театров наши артисты, они пересекаются с белорусом чаще. У них фестивали какие-то, у них свой там круг общения. Для них тоже это интересно. Может быть, следующий мы сделаем постоянно эти телемосты, следующий для театралов, а какой-то следующий, допустим, с Крымско-Татарской национальной автономией, да, может быть, интересно пообщаться с белорусами и где-то что-то новое для себя узнать. Посмотрим, будем думать. Идей много, люди идут, не стоим на месте. Ваши пожелания нашим телезрителям? Друзья, ну, нас много, мы живем в нашем одном, а дом у нас один. Мы живем в красивом, замечательном, лучшем месте на земле. Так давайте также жить дружно, давайте всегда помогать друг другу и никогда не опускать руки перед чужой бедой. Добра вам и счастья, друзья. Спасибо большое, что Спасибо пришли, вам. уделили нам внимание. А мы, конечно же, напомним нашим телезрителям о том, кто был у нас сегодня в гостях. Ведь, достлар, біздің студиямызда Крым Беларусь Джемиетнің рейсі Роман Чегринец олды. Достар, қайт етмеге стередім ке, шымды біздің мұхберлеріміз Қырымның пайтақтында Ахмеджетте олып кечкен мерасимлерде çalışмақталар. Шымды есе біз олармен бағланмаға тырышачақмыз. Келіңіз бері-берлікте оларына бойлы бір анда насыл кетішат аққында, тедбірлерінің кетішат аққында, не олып кечкен аққында сізлерінен бері-берлікте бақайық. Elbette dostlar, bizim muhbirlerimiz siz için çalışırlar ve onlar elbette operatif şeklinde elbette siz için olup geçken tedbirlerini, merasimlerini elbette biz endi ko'ryapmiz, elbette. İnsanlar çoktur. Men belesem böyle bir halklar Kırım Yarımadası aslında da çok milletli olganını göstermekteler. Bizim operatorlarımız ve bizim muhbirlerimiz de yanında çalışırlar. Elbette ko'rganimiz gibi keyifler, güzel, herkes kuli ve elbette böyle pozitif noktada bu bayram geçmekte. Ve men belesem böyle bir meraklı tedbirler aslında da Kırım'ın her bir köşesinde ötküreli. Hatırlatmağa istedim ki en esas tedbirler bu Kırım'ın paytahtında Ahmedjet'te geçirilmekte ve saat 2'de Gülçer Hanım'ı bizim misafirimiz aytqаны gibi da böyle bir tedbir olacak, konser programı Соцветие культур Крыма деген festival olacak. Herkes teşrif buyurabilir. İsteyenlerinin davet olana elbette ki dostlar. Biz seyretemiz elbette halklarımı her bir halkının, her bir milletinin vekilleri anda bulunmakta. Ko'rganimiz gibi. Soğuk olğanına bakmadan güneşçik parılday, bu da kuvandırır. Sonunda da bu da keyfini böyle bir yaxşılaştıra. Men belesem. Elbette Mavile sabahdan yağmur yağan idi ve şimdi ise bak nasıl güzel hava oldu. Gerçekten de bayram devam etmekte dostlar. Bayram devam etmekte. Bayram muhiti hüküm sürüyor. Kırım Yarımadası'nda ve umumi alganda Rusya Federasyası boyunca. Dostlar, elbette endi bizim musafirimiz mana studiyada olgan Roman Chegrinets musafirimizden xayrlashmak Sağlıklaşamız. Lakin siz bizden ayrılmanız. Bizde de hep okde böyle bir meraklı sohbetler, meraklı insanlar. Kaydetmek isterim ki aslında da Kırım Yarımadası çok milletlidir. Aslında da bunda Kırım Yarımadası'nda vatanımızda 175 millet ömür geçirmekte ve onlar birbirlerine kol uzatıp, yardım kolunu uzatıp yaşamaya tırışırlar. Ve bu esasen de aslında
баршыққа бір yoldur, бір adımdır. Шуның үшін келіңіз, böyle bir dostluk muhitinde yaşayық. Ve elbette nöbetdeki muzikal daqiqamizni seyretamiz.